Я хочу, чтобы моя дорога к успеху была полна веселья и чувства сплоченности, когда мы всей командой ставим перед собой одни и те же цели. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс. Известная цитата легендарного баскетболиста современности и наше присутствие в лицее номер 1 для одаренных детей не случайно, так как сегодня мы будем говорить о баскетболе и его успехе, о котором когда-то говорил сам Леброн Джеймс, и именно спортивный зал лицея номер 1 для одаренных детей является эпицентром развития детского баскетбола. Мы очень благодарны директору этого лицея за то, что он нам предоставляет эту базу, дает возможность нам приглашать сюда ребят не только с этого лицея, хотя мы делаем акцент на этих ребят, на наш лицей именно, потому что лицей у нас одаренный, и мы стараемся полноценно развивать ребят. А и ребят с других школ, что позволяет опять же создавать внутреннюю конкуренцию внутри команды. И я думаю, что все от этого только выигрывают. Данное спортивное мероприятие включает в себя марафон среди 4 команд и баскетбольную игру среди детей и юношей, занимающихся данным видом спорта у одной из немногочисленных тренеров Софьи Павловны. Подобное мероприятие можно считать шагом в развитии детского баскетбола, к чему родители этих детей и юношей относятся с большой радостью. Мы очень рады. И я хочу, чтобы в дальнейшем мой ребенок тоже здесь занимался, и они достигли высот, очень хороших, положительных результатов, и мы очень довольны. Детский баскетбол, я считаю, что он действительно сейчас уже, будем говорить, что, может быть, не до конца, но своего развития достигает, потому что в стадию формирования он уже прошел, потому что вот мы более 2,5 лет занимаемся. И мы уже участвовали в соревнованиях, в масштабных. Это наши воспитанники и наши дети. Они удостоены наград. Мы организуем это мероприятие уже в течение 3-4 лет для детей, которые только начинают играть в баскетбол. Они еще не владеют в полном объеме правилами игры, но уже знакомы с элементами игры. И мы про это производим больше в игровой форме эстафет. Для самых маленьких, ребята, которые занимаются уже около года, мы делаем для них игру. Просто обычную двустороннюю игру. Сейчас играют ребята по правилам мини-баскетбола. Проведение подобных спортивных мероприятий с участием детей и подростков пропагандирует здоровый образ жизни и прививает любовь к баскетболу. Я начала ходить на баскетбол, когда еще училась в 10 классе. И с тех пор, как я узнала для себя, что такое баскетбол, открыла для себя этот необыкновенный мир, я поняла, что это мое. Это такая страсть. Знаете, баскетбол – это вторая жизнь. И благодаря тому, что у нас замечательный тренер, учит нас очень грамотно играть и также играть в команде, чувствовать своего партнера, мы научились не только взаимодействовать друг с другом, но и также улучшили наши умственные способности, научились координировать в игре. И наша общая физическая подготовка также улучшилась. У нас в республике никто не играет по этим правилам. Это экспериментально. Мы в этом году решили попробовать именно играть по правилам мини-баскетбола FIBA для детей до 12 лет. У них есть свои особенности в правилах игры. И поэтому у нас ребята играют по правилам FIBA. Для них это тоже ново. Но тем не менее, как видите, интерес от этого не меньше. Атмосфера достаточно напряженной игры, дружеской. Дети играют с интересом, с энтузиазмом, глаза горят. Видно, что им нравится это, они получают от этого удовольствие. Если рассматривать работу тренера этих детей, то смело можно сказать, что Софья Павловна – это человек, который начинал свой путь от большой любви к баскетболу и с давних лет трудится на благо развития отечественного баскетбола, что в итоге дало ей возможность собрать целую секцию желающих играть в баскетбол. Стоит отметить, что усилия и труд Софьи Павловны высоко ценятся со стороны родителей, которые в свою очередь очень довольны ее методами работы. Мы должны быть благодарны ей. И очень хотелось бы, чтобы таких центров,
которые занимаются именно физической подготовкой, здоровьем наших детей, было бы больше и больше. Конечно же, это без поддержки никакого не будет иметь будущего. Очень много вкладывается, конечно, нашим правительством в эту программу, проблему. Я очень благодарна этому лицею Софье Павловне, конечно, то, что она здесь ведет эту секцию баскетбола, то, что ребенок занимается у нас. Задача состоит в том, чтобы ребята, которые занимаются уже год, они отбирались, то есть у них появилось спортивное не то что рвение, а именно появилась мотивация достигать более высоких целей и выходить на уровень игры команд БК Душанбе. То есть мы ставим целью пропаганду баскетбола не только как профессионально, но и как здоровый образ жизни, потому что по своей сущности баскетбол игра, она многофункциональна, она развивает весь спектр человека, то есть от физического до морально-волевых качеств. Именно путем организации подобных интересных мероприятий для детей и подростков развивается любовь к спорту, командный дух и воля к победе. Ввиду развития баскетбола в нашей стране и плюсов, конечно же, есть и недостатки, о которых не стоит забывать. Самая главная миссия этих мероприятий заключается в оздоровлении нашего молодого поколения. И это, я считаю, основная задача и нашего государства, и в данном случае задача, которую перед собой ставит наш тренер Давыдова Софья Павловна. Надо отдать должное, что тот труд, который ею вкладывается, и те силы, которые она тратит на воспитание и здоровье наших детей, это большая, мощная сила. Я считаю, что в принципе у нас есть рост, потому что я со своей стороны лично, я стараюсь развивать детей, причем мы берем группу ребят от 6 лет, мы пробуем, экспериментируем. Но у нас самая большая проблема, это опять же проблема кадров. К сожалению, у нас нет возможности охватывать детей, которые учатся во вторую смену. Так как в первой смене ребят мы еще можем охватить, есть для этого базы, то ребята, которые учатся во вторую смену, в подсменку, с ними уже сложнее. Для них нужны залы и кадры. Баскетбол в нашей стране стремительно развивается, если, конечно, будут решаться те ключевые проблемы, о которых мы говорили. То, что было сделано и организовано в плане развития баскетбола, конечно же, можно считать прорывом на пути достижения успехов в будущем, и важнее то, что эти усилия будут служить тому, чтобы наши тренеры и игроки смогли реализовать свои мечты и планы. Я даже могу сказать, привести пример, то, что наши ученики, которые здесь же занимаются, они достигли очень больших высот. Они занимали в олимпиадах, этих турнирах очень хорошие места. Значит, то, что сейчас у нас такое время тяжелое, во время пандемии, несмотря на это, мы активно ходим на тренировки. К нам приходят все новые и новые ребята, которые интересуются, которым интересна эта игра. И мы очень бы хотели, чтобы в дальнейшем баскетбол именно вышел на международный уровень, именно из Таджикистана, чтобы были ребята, которые были заинтересованы и играли в эту игру. И улучшали качество игры баскетбола в Таджикистане. Ну, вы же понимаете, что любое, будем говорить, стремление вперед без понимания, желания и материальной поддержки ничего не значит. Желание у детей есть. Поддержка, я думаю, что она должна быть не только со стороны, желающих, но и со стороны государственных структур, которые за это отвечают. Мы планируем, что две федерации, основная и наша, смогут найти точки соприкосновения, и обе федерации будут работать совместными усилиями, развивать как детский спорт, юношеский, так и профессиональный спорт. И
При этом развивать новое направление стритбол. Это новый олимпийский вид спорта 3х3. В мире он уже общеизвестный. В Таджикистане это совершенно молодой вид спорта. И мы планируем, что обе федерации смогут находить возможным, чтобы соревнования проводились для детей самого разного уровня и самого разного уровня подготовки. И будет возможность находить финансовую поддержку в нашей республике для развития нового направления баскетбола. В конце спортивного мероприятия по баскетболу среди детей и юношей участникам марафона были вручены праздничные подарки Национальной федерации стритбола, чему дети были очень рады.